Грозного сегодня предотвращен террористический акт. В Грозном предотвращен теракт. Милиционер, охранявший концертный зал, где должно было состояться выступление одного из чеченских артистов, Присутствовало руководство Чеченской Республики. Обратили внимание на подозрительного молодого человека. Попросили документы, он попытался скрыться. При попытке проверить документы неизвестный привел в действие взрывное устройство. Это преступление не что иное, как стремление запугать народ, сказал президент республики в интервью федеральным средствам массовой информации. Эта новость потрясла всех. Юноша 22 лет от роду пытался лишить жизни мирных граждан. Целью был театрально-концертный зал, где как раз проходил концертный вечер, посвященный народному артисту РСФСР Валиду Дагаеву к его 70-летнему юбилею. Теракт был предотвращен, концерт был продолжен в присутствии самого президента. Но горький осадок остался, отчего сегодня молодые люди не могут разобраться в себе, понять то, что и так лежит на поверхности. Они думают, что эти великие свершения и какая-то победа, а на самом деле это боль всего народа. Беззубый терроризм пытается в последних предсмертных судорогах напомнить о себе. Обидно лишь одно – то, что молодые люди не способны самостоятельно оценивать и делать собственные выводы. Обидно, что сегодня, когда в распоряжении каждого имеется все возможное, чтобы просветить себя в науках, просветить в религии, исповедовать свою веру в полной свободе, находятся те, кто идет против. В основной своей массе это люди, склонные к фанатизму, люди с так называемым пограничным состоянием психики и повышенной внушаемостью. Именно такие молодые люди являются потенциальными жертвами внешнего влияния. Психику такой жертвы легко сокрушить, и она сокрушается. По признанию самих террористов, терроризм – это оружие слабых, то есть оружие тех лиц, которые не могут достичь своей цели законным путем или поддержкой народа. Оно и понятно, народ давно выбрал себе путь и не собирается от него отступить ни на йоту. Вот и приходится международному терроризму использовать и искать морально слабых, религиозно неподкованных, научно необразованных, с безустойчивой психикой молодых людей. Вот и 22-летний житель Грозного оказался таким человеком. Если бы он принимал решение самостоятельно и трезво оценивал ситуацию, происходящего на его родине, то он бы понял, что его целью были ни в чем не повинные люди. Те, кто буквально на днях чистили во время Большого Субботника район, где он жил, чтобы он жил еще комфортнее, в чистом городе. Жертвами могли бы быть уважаемые люди. За него мог бы погибнуть Валид Дагаев, в честь которого и проходил концерт. А он, например, получил звание народного артиста РСФСР в 1988 году. А в этом году будущий террорист-смертник Адам Хамидов всего лишь только родился. Знаю, что, например, понятие джихад – это не убийство братьев-мусульман, а прежде всего это священное усилие, или усилие над собой, усилие, которое человек может приложить при строительстве дома, посадке деревьев, при написании книги. Тем самым в развитии республики, строительство городов, домов, да даже и тот субботник, который навел порядок у дома будущего камикадзе, больше джихад, чем он мог себе представить. ظلم ده قال الورث ده الماستر ده القرآن شاء لعنة الله على الظالمين الله ده القرآن شاء ظلم داش نعف يا الله قامت يا زمان شاء بور بوشون خير بوشون ده باش بول تو بيزا ده نعف تو بيز تيل تو بيز بوسو دينا بوسو نانا ظلم ده شو تو بيز أستوب نو أس تريد الله عيرين شاء سعوت عن لينا ده لا ده يوم خير ما سوى إمو ده قوان خير ده بيز خلق مارشو بريش أربع باش بول أنت سمغلر باندوش سرسمو يا ربعندوش قدع ظلم قديح سدولش أقا царь ظلم сацадына. Подумав над этим, ответив себе на вопросы, сформировав в себе боязнь и любовь к Всевышнему, выработав уважение к своему президенту, который сделал все возможное, чтобы он жил не на поствоенных руинах, а в процветающем городе и республике, в республике, где он получил образование и жизнь. Подумав над этими вещами, у молодого человека не было бы слабого характера и слабой воли, не было бы террориста-смертника, способствующего чужим врагам народа, а у народа не было бы боли и обиды. Я это понять их не могу. И никто не может. Что они хотят? Что за хорошую жизнь еще нам хотят они сделать? Что хрен как и нахдона. Лахтах будешь, кибурч будешь, кидагдеш будешь. Они работают. صار حاجة فلوس ده الحمد لله ده لما تيجي حط شو وشون ده ما يشتغل كيسو هون حنا في قهوة شو بيشتغل هو دي اللي مش من الله مش دعوة هو ساق ويرش ولا سجاد. Но тем не менее,
После окончания вуза в 2009 году пособник террористов ушел из дома в ряды НВФ. Об этом его родителям сообщили сотрудники правоохранительных служб. Они также сообщили, что не он один, а еще его и младший брат также скрывается среди бандитов в горах. И диплома хаяца, цугажнефтяной дюшвар, балавар, по соседству тастройкшер и подробно. Цигах балга борцушему. Представители следствия в своих комментариях пока крайне скупы. В прокуратуре говорят только о начале следственных мероприятий. При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты останки тела Хамидова. Это голова, руки, ноги. На данный момент проводится экспертиза, и мощность будет определена. На данный момент неизвестно. Ну, естественно, было мощное взрывное устройство. Погибших при самоподрыве смертника не было. Было несколько раненых, среди них 2 сотрудников МВД ПЧР и 2 женщины. Одна из них Люба Ириханова. Она невольно оказалась в эпицентре взрыва. Женщина возвращалась с работы, когда все произошло. Быстро иду домой, надо быстрее. И стоят эти машины возле концертного зала, военные стоят. Ой. И просто я прошла, иду, и все, и ничего не думаю. И раз, и позади меня, за спиной взрыв какой-то. И даже назад не посмотрела, бегу, что меня случилось. А уже чувствую, что за спиной холодно, и нога кровь истекает. Кроме того, ранены были еще 2 милиционеров из Владимирской области, а также 2 из Самарской области и Ханты-Мансийского автономного округа. В общей сложности пострадавших было 8. Все диагнозы: минозрывная травма, множественные осколочные ранения мягких тканей, преимущественно конечностей, туловища, пострадавших с тяжелыми травмами, проникающими ранениями брюшной полости, грудной полости, черепа не было. Республика защищена от посягательств на безопасность граждан. Также люди уже не боятся таких выпадов. Сотрудники же милиции, которые обеспечили безопасность 30 июня, вылечатся и получат вознаграждение. И ими гордится сам президент. В очередной раз нехороший человек, мы их называем шайтанами, решили испортить нам праздник. Ну, хвала Всевышнему, деятельности наших сотрудников, мы смогли предотвратить теракт. Вот, при задержании он сам себя, как обычно делает, подорвал. И результаты у нас ранены 3 сотрудника и 2 мирных жителя. А факт, что наши сотрудники от милиции МВД Российской Федерации показали очередной раз достойно себя. Мы их представим государственным наградам и денежным поощрением и будем помогать во всех отношениях. Они герои Российской Федерации. Жертвуя себя, предотвратили теракт.